Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Сохраняя биоресурсы, в Сухуми начала работу 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству. Сколько заплатил, столько получил. Сумма задолженности пенсионного фонда по выплатам за август составляет 48 миллионов рублей. С чем это связано и как скоро задолженность будет погашена? В помощь медикам в Гудаутском госпитале установлен плоскопанельный детектор для рентгенаппарата, который позволяет получить информацию сразу после снимка. Отличимое великолепие в церкви села Хяцха имени святого мученика Георгия Победоносца отреставрировали купола. Приближается главный праздник в нашей стране – День Победы и независимости Абхазии. 28 лет назад, 30 сентября 1993 года, абхазский народ одержал победу в кровопролитной войне. А 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». 16 сентября на Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цегера, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена, центральная автотрасса была перерезана. На Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман, установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взят под контроль берег Гумисты от мраморного цеха до подножья горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Освободили села Адиш и Верхняя Линда, а также развилку Адиш-Гварда. Президент Аслан Бжаня провел рабочее совещание с участием руководителей силовых структур Министерства внутренних дел, СГБ и Генеральной прокуратуры. Во встрече также приняли участие заместители руководителя администрации президента Саида Будба и Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Обсуждались вопросы, связанные с инцидентами, имевшими место в последнее время в Гагарском районе. Глава государства заслушал подробную информацию руководства Министерства внутренних дел. Аслан Бжаня отметил необходимость максимально ответственной и профессиональной работы правоохранительных структур. По итогам совещания Министерству внутренних дел был дан ряд поручений. Конкретные проекты, реализуемые в рамках развития взаимоотношений Абхазии и Крыма, обсуждались на встрече премьер-министра Александра Анкваба с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Крыма при президенте России, сопредседателем межправительственной комиссии по сотрудничеству Абхазии и Крыма Георгием Мурадовым. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, стороны обменялись данными о реализации плана мероприятий, утвержденного заседанием комиссии. Обсудили организацию предстоящего ежегодного заседания, которое пройдет во втором квартале 2022 года в Крыму. Были также обозначены новые актуальные вопросы развития сотрудничества с учетом обоюдных интересов. Предложенные направления взаимодействия будут проработаны и войдут в повестку будущего заседания межправительственной комиссии. В Сухуми начала работу 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству. Обсуждались вопросы сохранения ресурсов Черноморской и Азовской хамсы. Программа 7-й сессии Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству довольно обширна. Стороны обменяются информацией о состоянии рыболовства и аквакультуры России и Абхазии в Черноморском регионе. Обсудят состояние запасов и уловов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об общем допустимом улове хамсы в зимнюю паутину 2021-2022 годов и условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота России в водах Абхазии. Работа сессии проходит под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа и руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева. Сессия продлится 2 дня, и по завершении ее работы будет подписан протокол. Такой высокий уровень встреч позволяет говорить о том, что руководство республики внимательно смотрит и не безучастно относится к итогам нашей сессии и позволяет говорить о том, что
все решения, которые будут приняты нами сегодня, обязательно будут реализованы. И также руководство республики на самом высоком уровне будет внимательно отслеживать ситуацию, связанную с исполнением протокола 7-й сессии комиссии. Со своей стороны могу сказать, что, как и прежде, мы настроены на конструктивную работу, настроены на то, чтобы протокол очередной сессии был подписан, чтобы все моменты, если они будут возникать в работе проблемного характера, мы сгладили в тексте протокола, нашли совместные решения для их реализации в 2022 году и принимали и в дальнейшем все меры для того, чтобы наша комиссия регулярно, ежегодно проводилась и ежегодно принимались те решения, которые бы были важны как для Республики Абхазия, так и для Российской Федерации в плане освоения общих запасов хамсы в Черном море. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководителем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым. Во встрече приняли участие вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо, заместитель министра Артур Сарибикян. Обсуждались вопросы рыболовли в Черном море, государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, создания благоприятных факторов для формирования популяции рыб. Стороны согласились регулярно поддерживать связи на уровне межведомственных взаимоотношений, совместно дорабатывать законопроект, касающийся норм и правил добычи водных биологических ресурсов в Абхазии. В среду вечером на улице Гумистинская в Сухуме произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Возгорание произошло в автосервисе. Сгорели 3 автобокса общей площадью 150 квадратных метров и 2 автомобиля «Мерседес» и «Хонда Фит». Возгорание ликвидировали силами 3 пожарных расчетов и 1 спасательного отделения пожарно-спасательной части Сухума. Причины выясняются. В Гудаутском госпитале установлен плоскопланельный детектор для рентген-аппарата, приобретенный за счет средств Министерства здравоохранения республики. Плоскопанельный детектор – это комплектующая часть самого аппарата, которая позволяет минимизировать труд медиков и на месте сразу после снимка получить информацию. Стоимость аппарата – 1 600 000 рублей. Сейчас рентген-аппарат работает в тестовом режиме. В ближайшее время завершатся все работы по его установке, и он будет введен в эксплуатацию. У нас до этого была программа, система работы, что у нас было всего 2 кассеты. 2 кассеты, и у нас был отдельно дигитайзер, считывающее устройство, на котором кассета считает, и мы получаем это изображение уже на мониторе. Сейчас эту всю функцию именно этих 2 составляющих этих деталей будет выполнять только эта 1 кассета. То есть мы делаем снимочек на этой кассете, мы автоматически через свой какой-то доступ именно по Wi-Fi, он нам передает автоматически на нашу рабочую станцию. Сейчас инженер сегодня нам приедет, еще установит отдельно переносной портативный мини-планшет, то есть мы можем спокойно ходить по красной зоне, делать снимок на месте в палате, и мы можем параллельно это все смотреть на экране и тут же врачам говорить, какая у него пневмония, что дальше делать, какая у него динамика. То есть до этого, когда мы делали все эти исследования, нам надо было выйти с зоны, обработать наших лаборантов, взять эти кассеты, спуститься вниз, проявить. То есть это по времени тоже очень длительно. И это новые технологии, это очень выгодно и удобно. Так как у нас было 2 кассеты, мы были ограничены в количестве исследований. То есть пока 1 кассету мы через считывающее устройство не проявим, мы не могли дальше на ней работать. Здесь количество исследований не ограничено. С 10 августа в Абхазии проходит вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник Лайт». За это время в Гудаутской районной поликлинике привились около 200 человек. Процедуру вакцинации здесь начинают с 10 часов утра по предварительной записи. Далее в порядке живой очереди. Прививку сделали как представители старшего поколения, так и молодые люди, говорят медики. Вакцинация в поликлинике проходит 2 раза в неделю. В понедельник и пятницу в день прививаются 20 человек. Суммы задолженности Пенсионного фонда Абхазии по выплатам пенсии и пособий за август составляет 48 миллионов рублей. Эта сумма будет уменьшаться в зависимости от объема отчислений в фонд. С чем связана задолженность и как скоро она будет погашена. Об этом репортаж Симы Аргун.
В Абхазии зарегистрировано более 48 тысяч человек, получающих пенсии и пособия, финансируемые за счет средств Пенсионного фонда республики. Около 9 тысяч человек из этого числа не получают российскую пенсию, и им абхазское государство выплачивает 2500 рублей в месяц. С октября 2021 года эта сумма увеличится до 3000 рублей. Однако выплачивать пенсию с доплатой начнут с ноября. Да, это была инициатива наших депутатов. Группа депутатов обратились в Пенсионный фонд изыскать возможность, чтобы повысить этим категориям. Мы тоже понимаем, что это суммы у них небольшие получают, и на эти деньги очень тяжело, естественно, прожить. Но тем не менее, по мере каких-то своих возможностей, сами ведь у нас есть определенные трудности уже с прошлого года, с началом пандемии. У Пенсионного фонда на самом деле колоссальные проблемы, именно связанные с поступлением страховых взносов. Как отметил председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария, ситуация с отставанием по выплатам продолжается уже более года. Дотации, которые были предусмотрены Министерством финансов в 2021 году в размере 150 миллионов рублей, уже освоены. В июле, августе и сентябре производятся выплаты только за счет поступлений в Пенсионный фонд. На данном этапе финансируются пенсионные выплаты за август, сказал Гулария. На сегодняшний день сумма задолженности Пенсионного фонда по выплатам пенсии и пособий за август составляет 48 миллионов рублей. Гулария уточнил, что эта сумма будет уменьшаться впредь в зависимости от объема отчислений в фонд. По большому счету, Пенсионный фонд – это как копилка. Сколько ты туда заплатил, столько и получил. Сегодня пришли, грубо говоря, завтра мы отправили нашим получателям. Тут все прозрачно, мы работаем в казначейской системе. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений, пояснил Гулария. А сроки выплат пенсий зависят от темпов пополнения бюджета фонда. На сегодняшний день фонду должны порядка 300 миллионов рублей. Эта сумма существенно изменит ситуацию в лучшую сторону, уверен Гулария. Списания этих налогов нет, они уже у нас с 90-х годов накапливаются как снежный ком. Многие из этих организаций не то, что чтобы они долги погасили, да их физически просто нет, такие тоже есть. Но за 200 миллионов точно сумма у нас есть, долги, которые нам должны. Даже ближе к 300 миллионам. Пенсионным фондом за август начислена сумма пенсии, пособий и доплат в размере 95 миллионов 961 тысяча рублей. На 16 сентября профинансировано 37 миллионов 919 тысяч рублей. По словам Гулария, в первую очередь финансируется выплата пенсий, пособий и доплат таким категориям пенсионеров, как инвалиды, участники Отечественной войны народа Абхазии, добровольцы, награжденные военными орденами и медалями, семьи погибших. Уже у нас, к сожалению, это продолжается год. Мы платим максимальное отставание у нас около месяца. Некоторые районы меньшее отставание. Все категории в первоочередном порядке, нам были даны такие указания, в первоочередном порядке мы финансируем категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. После того, как профинансируем все категории, связанные с войной, мы начинаем финансировать всех остальных пенсионеров, говорит председатель Пенсионного фонда. По словам Гулария, Пенсионный фонд планировал к лету выровнять ситуацию с выплатой пенсий и пособий, но за счет только своих средств без дотации это сделать сложно. Только за август Пенсионному фонду надо выплатить пенсии и пособий на сумму в 95-96 миллионов рублей. Растет ежемесячная потребность фонда для выплат всех пенсионных и иных обязательств. На это влияет и увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий. Сима Аргун, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В церкви села Хяцха святого мученика Георгия Победоносца завершилась реставрация куполов. Работы были организованы при поддержке главы Галского района и прихожан. Репортаж Гугуцы в Вардане. Эта церковь в селе Хяцха Галского района излюблена местными жителями. Ежедневно храм святого мученика Георгия Победоносца посещают прихожане. Церкви уже много лет. И самое главное, ее часть – купола – нуждались в реставрации. Глава Абхазской православной церкви отец Виссарион поручил настоятелю храма отцу Матвею заняться этим вопросом. Была поставлена задача, было дано благословение и поставлена задача реставрировать купола. Естественно, это сложная была задача. Я обратился к главе администрации нашему Константину. И с его помощью, бригада была очень профессионалов, И мы сделали купола так, как они соответствовали первоначальному
своему виду. Чтобы реставрировать купола, глава администрации Константин Пили обратился к архитекторам Галского района, которые представили эскизы. Разработали эскизный проект, смету, и Лепсая, Тангул. Есть такой у нас директор РСУ, выполнил эту работу, закончили уже, отлично. На ремонтные работы было выделено более 200 тысяч рублей. Реставрация длилась почти месяц. Немалый вклад внесли и прихожане церкви. И, конечно, свой вклад вносят и прихожане тоже. Там одна часть, там два купола. Одна часть, где колокола, там уже отреставрировали. А вот вторая часть, это уже закрытый купол, тоже вот на реставрации находится, на стадии завершения работ. Церковь была построена в начале 90-х годов XIX века и освящена в честь святого мученика Георгия Победоносца. В советское время храм был закрыт. Здесь располагался склад минеральных удобрений. Но в начале 90-х годов XX века собор был восстановлен и освящен. Здесь проводились службы. После грузино-абхазской войны церковь вновь переживала трудные времена. Несколько лет назад прихожане построили маленькую трапезную и отреставрировали ограду. Таким образом, здесь удалось возродить православную общину. Кугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 20 сентября в Ткварчале состоится матч 14-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются ткварчалский «Шахтер» и «Гагра». Начало матча в 16 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в системе «Спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 17 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса, температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.